Расскажите, пожалуйста, о программе вашей для подросткового и юношеского возраста, программу творческой мастерской психологической студии «Маленький принц». Как она родилась, эта идея, и почему название «Маленький принц»? Название «Маленький принц» было выбрано потому, что это уникальное произведение, которое как раз говорит о главных ценностях человека, которые, к сожалению, все больше утрачиваются в наше время. Она была написана, это сказка-притча Сент-Экзюпери в 1943 году. И главная ее идея о том, чтобы мы, взрослые, которые все родом из детства, не забывали о том, что как важно бережно относиться к ребенку. И вот это внутреннее состояние ребенка остается с нами на всю оставшуюся взрослую жизнь. И то, что человек не может жить без любви и дружбы, и человек также нуждается, и для него важны красота поэзии и доброта, как и чистая вода родника в пустыне. Мы все приходим в этот мир, чтобы научиться владеть главными инструментами, которые нам даются всем от рождения. Это любящее сердце и творящий разум. В нашей мастерской мы планируем обучать подростков, как владеть этими важными инструментами, потому что для человека очень важно решить эти две основные задачи: научиться строить с людьми гармоничные отношения и найти свое место, свое призвание, то, что человек может сделать самым красивым, своим творящим разумом и поделиться этим с другими. Но, к сожалению, часто эти инструменты бывают неправильно использованы еще с самого раннего детства, и не всегда родители умеют ими правильно пользоваться, поэтому как детям войти во взрослый мир, не умея ими пользоваться. Наша программа была создана для того, чтобы помогать именно решать эти задачи, потому что во взрослом состоянии труднее исправить то, что можно не делать еще в детском возрасте. Поэтому вот нашу программу мы предлагаем именно для подросткового возраста, когда дети уже достаточно осознают то, что происходит, и они заинтересованы своим вхождением в новый мир, мир взрослых людей. А в чем уникальность вашей программы? Чем она отличается от других? Ну, уникальность нашей программы заключается в том, что мы решили для этой задачи соединить две такие темы. Это творчество и психологию. Потому что подростки, да, все переживают трудности в своем переходном возрасте. И поскольку родители отходят на второй план и теряют свой авторитет, а учителям, в общем-то, некогда этим заниматься, подростки остаются без наставника, который помогает им войти в эту взрослую жизнь. И пойти просто к психологу подростки не особо предпочитают, поэтому мы соединили интересный путь самопознания через творческое самовыражение, используя разные виды искусства. На наших занятиях мы будем пробовать себя в разных областях творчества. Это и рисунок, и танец, и театр, и кино, фотография, литературное творчество. И кроме того, что мы будем проходить весь процесс создания творческого продукта, главное, что мы будем показывать это потом миру, то есть устраивать выставки для своих друзей, близких, приглашать наших знакомых, выставки картин, фотографий, новогодний карнавал и в конце года отчетный спектакль, который мы будем вместе с детьми сами подбирать, готовить и создавать. Декорации, костюмы тоже будут дети вместе со взрослыми. Кроме того, наша программа, она
отличается тем, что в процессе творчества активизируется уже созидательное начало. И здесь человек, вовлекаясь в процесс, уже никогда не будет играть роль жертвы, потому что он будет понимать, что он сотворец, он сам создает свою жизнь и свою судьбу. И очень важно в процессе творчества дети будут учиться преодолевать все трудности, препятствия, которые могут стоять на пути реализации их профессиональной будущей деятельности, умение и ошибки свои принимать, неудачи, двигаться дальше, несмотря ни на что, и уметь презентовать миру свое созданное произведение, потому что очень часто взрослые на этом моменте останавливаются, потому что очень страшно поделиться своим даром с миром из-за страха быть непонятым, осмеянным, и всю жизнь проживают нереализованными, и это очень печально. Потому что подростковый возраст – это нежный возраст, когда закладывается уже окончательный характер, мировоззрение, встречается первая любовь и зарождается заветная мечта. И важно этот возраст не упустить, быть с ребенком рядом на пути первых сложностей. Кроме того, ориентиром у нас является профессиональная ориентация, потому что у нас подход не просто тестирования, а в процессе длительного времени мы наблюдаем за ребенком, активизируем его и подлинный интерес, какие необходимы для этого интереса развивать качества личности, способности. И длительное время не только обнаруживается этот интерес, но и умение сделать первый шаг, прикоснуться к этому своему интересу, чтобы дать ему дальнейшее развитие. Кроме того, у нас большой уклон на проявление своих чувств, а это очень важно в мир закрытых людей. И дети будут учиться выражать свои чувства, которые имеют право быть, через свое творчество, и заявлять миру о том, что наболело. У подростков очень сложный гормональный, эмоциональный фон, который кипит, бурлит, и они часто не знают, что с ним правильно сделать, куда направить эту большую энергию. В какое-то нужно направлять ее в созидательное русло, а не на разрушение. Вот, собственно, это главное, да, что хотелось бы отметить. Вот такие интересные наши предложения для этой программы. А для каких детей, для какого возраста вы рекомендуете эту программу «Маленький принц»? Поскольку подростковый возраст, он и так сложный возраст, оно подойдет, эта программа для любых подростков, потому что здесь им важно разобраться в себе, научиться строить естественные, искренние отношения, открытые отношения с миром, познать, что мое, что не мое, в чем мой подлинный интерес, кто я, какие мои положительные стороны, какие отрицательные. И как принимать себя, как строить отношения, преодолевать конфликты с окружающими. Но, конечно же, мы предлагаем эту программу для тех детей, у которых обнаруживаются свои уже трудности. Это дети с повышенной конфликтностью, со сверстниками, со взрослыми. Это дети с повышенной агрессивностью, импульсивностью, неуправляемостью в поведении, склонных к лжи, обману, воровству. Дети, которые замкнуты, неуверенные в себе, слишком низкой самооценкой, что мешает им проявлять себя среди сверстников и чувствовать себя полноценными. Это для детей, которые очень много имеют страхов, тревог, страхов ошибиться, вплоть до истерических реакций. Это дети, которые потеряли интерес к учебе, не хотят учиться, пропускают учебные занятия и проявляют скуку, апатию ко всему, что их окружает, с отсутствием интереса к чему-либо. Либо берутся за все, и тут же быстро угасает интерес.
но и также для любых других проблем психологических, которые вы, как родители, замечаете в своих детях. Не откладывайте это на завтра, потому что если сейчас вы это обнаружили, лучше обратить на это внимание сейчас, а не исправлять это уже во взрослом возрасте, если вообще, возможно, это будет что-то исправить. Поэтому приглашаем всех желающих для решения этих задач. А как будет проходить, какая структура занятий, где и как вот записаться может на эту программу? Смотрите, программу мы сейчас начинаем предлагать в Юго-Восточном округе, это рядом с метро Люблино, Марина Братиславская. Будет проходить в таком формате. Это один раз в неделю, по 2 часа будут проходить занятия. Приобретается абонемент на месяц, и программа длительная на целый учебный год. А какое-то собеседование или что-то? Да, надо предварительно проходить? мы проводим бесплатное собеседование с психологом, на котором присутствуют родители и ребенок. И мы тогда уже решаем, насколько нам интересно совместное взаимодействие, и записываем в ту или иную группу. А кто ведет эту программу? Ведущие, я как психолог, семейный психотерапевт Потинг Светлана Валентиновна, и мой помощник, детский психолог Гуденко Елена Евгеньевна. Ознакомиться подробно с специалистами вы сможете на сайте lilacenter.ru. Также подробности о стоимости, адрес проведения и какие-то вопросы задать можете также этим специалистам. Ага, можно на электронную почту, наверное, написать. Да, там электронная почта, Позвонить. есть сайт, телефоны, прямые контакты, можете задать эти вопросы, и, пожалуйста, мы всех ждем. И хочется сказать, что мы приглашаем всех в этот загадочный мир, мир креативности и самопознания, и всегда помните, что жизнь – это твое творчество. До встречи. До свидания.